бедный. Я зря, наверное, заглушил, а? А что такое? Надо было бы это... Костер? А из спичек? А? Конечно, Ну, разминать. разминать надо. Сколько часов он просидел-то? Мять надо его. Ее надо было как-то сюда направить, на лягу, на берег. А там до ляги далеко. Ну мы протащить-то его можем здесь. Вот давайте пока вот все надо. Пускай пока лежит. Не. Надо это, Поднимать его, оттащить чтобы надо его. Давай, долго шевелись. Да, слушай. Я не вижу, ноги-то текли. На все 4 ноги дергать им. Ладно, давай. На берег вытащили, наверх. Давай. Ты кому звонил? Оттуда, пожалуйста. Михайловичу и Ивановичу позвонить, что выдернули. Ну а что? Пойдешь, так пойдешь, что? Во, начал помалеху. Подтягивает его. А? Не жгет ему ничего, что ему обожгет, вы кого говорите? Пусть. Хорошо, пусть теплом обдает ноги. Вот, Серега, ты-то попал, ага, надо же в такую историю. Иди туда, но там теплее, ветер туда дует. Но быстро проходи. О, подтягивать начал его. Ну его за ветром обязательно надо залить. Джип Баргузинской районной администрации. Спасение Изюбря. Изюбря подвозят к Баргузинской ветстанции для того, чтобы поставить ему согревающий укол. Говори, кто такие? Глава Баргузинской районной администрации Балуев Алексей Леонидович. Александровна, посмотри, говорю, может, Александровна, для... может, в гараж его? Ну, развернулись, уехали по полю, по Поляночному озеру. Потом пешком пришли, нашли его. Не надо. Это... Вовка. Нет, разогревать надо шевелюдить. Так. Ты чего, Вова? Вот, что делаешь-то? Ё-моё, вытащи.
Ветки, конечно. Просушить, да и такого-то, знаешь, сбирки увидят и стрелять побоятся, скажут, нифига. Пусть растет все, цвет такой. Сейчас привезет веркач, пусть полежит маленько. Не-не-не, ты убери даже. Это яд для них. Ему естественную позу надо. Красивый, да? Слабая голова. Марина, я рядом с ним как смотрюсь. Такой же, рога у меня такие же или поменьше? В объектив лучше видно. Нет, я вообще не взяла с собой. Сфоткай. Очень я благодарен всем ребятам, которые приняли участие в спасении Изюбря. Это вообще великое событие, когда на помощь зверю приходят люди. Это же он попал в самые такие трудные жизненные ситуации своей жизни, как говорится. В полынью провалился. Люди спасли. Теперь он будет людям всегда благодарен. Ну и мы будем смотреть за ним, наблюдать его дальнейшее. Как говорится. Видишь, как компоновались. Сакич, давай. Иваныч, давай. Все. Так, не расходитесь, пожалуйста. Это. Алексей Леонидович, прокомментируй, что за ажиотаж в нашей деревне. А? Что случилось это? Сейчас, подожди. Давай. Как начало все. Михаил Афанасьевич Семушев шел на рыбалку, увидел в полыне изюбря. Сообщил Козулину Александру, это Николаю Леонидовичу Молчанову. Николай Леонидович Молчанов сообщил Козулину Александру Михайловичу. Александр Михайлович мне, Александру Ивановичу Белькову, МЧСникам. В результате зверя спасли из полыни, реанимировали совместно с ветеринарами. И сегодня выпустили на радость всем, пусть ходит. Чип ему на ухо вчера поставили, бирку вернее. Номер у него теперь 14 17 87. Изолентой рога обмотали. В общем, пошел Клеменный, и Исаакович потом нам будет рассказывать, где он его видел и сколько он маток насобирал. Ну, я слышал, он еще не был на Рио, но все впереди. Я слышал, он на прощание 150 накатил, салом закусил и пошел. Не на прощание, а вчера во время реанимации 150 грамм водки, 2 куска сала соленого. 50 положено. И однако капустный листик жевал один. Ну так. Это как любой водила в зимнее время, там вкусно сало. Ну, конечно, в лесу увидеть такого, наверное, тоже посчитает грехом. Надо было ходать ему еще народ не дать. Ну так, ожил парень, дал кое-как описали, кое-как сказали. Ну, ушел, Володе надо.